Вот уже третий год подряд глава Хунзарского района подводит итоги своей деятельности и сообщает о результатах работы администрации в целом. Слово главе муниципального района Хунзарский район Нурмагомеду Максутгаджиевичу Задиеву. Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие земляки, уважаемые друзья, коллеги. Мы уже третий год подряд подводим итоги прошедшего года. Традиционно, как и было обещано, ежегодно каждый глава должен отчитаться перед сельпоселениями, и глава района должен отчитаться перед жителями района, депутатами и активом района. Наверное, отчет небольшой я почитаю на русском языке, потом на аварском буду говорить все вопросы, наболевшие проблемы будем обсуждать на аварском языке. Как мы все знаем, прошедший год для жителей района, как и по всей России, выдался очень тяжелым. Мы оказались в новой реальности из-за пандемии. Да, мы не были готовы к такому повороту инфекционной блокады района и республики. Но мы вместе с вами смогли сосредоточиться, оценить сложившуюся ситуацию, и командная работа всех структур и оперативного штаба администрации Хунзарский район смогли победить волну коронавирусной инфекции. Хочу сказать большое спасибо всем работникам здравоохранения. Здесь некоторые возмущаются, когда я говорю врачам. Я не отделяю врачей и работников здравоохранения. Всех хочу поблагодарить. Медсестер, врачей, санитарок и всех вспомогательных служб, кто трудился в красной зоне, не боясь последствий, за их мужество и героизм, которые показали в своей работе в это непростое время. Тот период, в который мы столкнулись с этой болезнью, наверное, никто и не знал, никто и не ожидал. И на самом деле те врачи, молодые врачи, оставив дома свои семьи, которые пошли в красную зону и лечили нас сутками, и по несколько суток, которые не шли домой, оставались в красной зоне, конечно, их поступки можно сравнивать с героизмом. Наверное, это и есть героизм. Все же говорят, вот как можно совершить героический поступок в мирное время. Вот оно и есть героизм, который совершили наши врачи, наш медицинский персонал. Также хочу выразить благодарность всему личному составу ОМВД России по Хунзарскому району, которые сутками напролет стояли на постах, следили за самоизоляцией, соблюдением масочного режима, благодаря которым в большей части, которую мы и прошли эту пандемию, победили в этой борьбе с невидимым врагом. Благодарен главам сельских поселений, всех поселений, которые трудились во благо жителей своего района, которые обеспечивали и продуктами питания своих жителей, и лекарственными препаратами, и следили, чтобы был порядок в населенных пунктах, веренный этим главам сельпоселений. Конечно, нужно отметить и жителей Хунзарского района. 90%, большинство жителей отнеслись с пониманием к той ситуации, которая была у нас в 2019 году. Да, были отзывы, некоторые люди, которые не соглашались, не понимали ситуацию, не понимали, что нужно сделать. Обиды были вообще на всех обижались, не только на администрацию, на весь белый свет обижались за то, что их держали дома, за то, что не давали им болеть или не давали им заражать других людей. Очень большие обиды были не только на нас, и в том числе на нас тоже, но тем не менее тому большинству, которые отнеслись с пониманием в этой ситуации, очень сильно поддержали, помогли нас. В чем заключается помощь и от самоизоляции? Вот все не понимают, думают, почему нужна эта самоизоляция. Больше всех коек было заполнено у нас в больнице. Больше 100 коек было заполнено больными и тяжело больными. Все понимают, все знают, какая ситуация у нас была в марте, апреле, мае 2019 года. Но если бы мы не закрывали, не предприняли бы эти меры, не закрывали бы границу, не заставляли бы людей сидеть дома, этих людей было бы не 100 человек в больнице, было бы, а 300 человек были бы в больнице, и смертность у нас была бы не такая, как была в 2019 году в нашем районе, а та смертность, которая была
некоторых соседних районах, которые хоронили в день по 4-6 человек, своих жителей. Это все благодаря, в том числе и жителям Хунзарского района, мы смогли пройти этот этап. Еще, наверное, нужно отметить жителей нашего района, которые поддержали нас, поддержали продуктами питания. Конечно, администрация не справилась бы, и не сможем мы это все сделать. Больше 100 тонн продуктов питания, которые мы раздали в нашем районе. Это не секрет никому. Есть официальные списки, куда кому что раздавали. Это все благодаря жителям нашего района, выходцам нашего района, которые живут в городах, которые живут за пределами республики, которые живут у нас в республике, которые, может быть, сами не могли помочь, а помогали продуктам питания. Отправляли муку, сахар, рис, масло, макароны, продукты первой необходимости. И в том числе некоторые отправляли и медикаменты для нашей больницы. Медикаменты отправлялись не потому, что у нашей больницы не было возможности ее купить. У них денег было больше, чем в администрации. Мы не хотели отвлекать наших специалистов на такие ненужные вопросы, хотели, чтобы они занимались именно лечением наших больных. Хочу поблагодарить молодежь района, волонтеров, которые с первого дня пандемии, несмотря ни на что, и болезни, и не болезни, оставались на своих местах, помогали и поддерживали жителей нашего района. Это большая помощь. Я думаю, что если бы не они, конечно, ситуация сложилась бы и совершенно по-другому. Но сейчас озвучивать то, что приобрели за счет администрации. Если есть необходимость, можно здесь все расписано, но я не думаю, что лекарства, маски, 49 тысяч многоразовых масок было отсчитано в нашем районе. И все они, практически 30 тысяч масок, мы раздали всем жителям Хунзарского района, всем, кому они нужны были. Каждый населенный пункт дали, каждое учреждение дали. Ничего мы себе не оставили. У нас НЗ на сегодняшний день в пределах 17-18 тысяч масок есть, потому что мы не знаем, что нас ожидает и что будет завтра. Остальное все мы раздали. Закупили рециркуляторы воздуха, 400 штук на образовательном учреждении нашего района. Единственный район, который обеспечен практически на 100% рециркуляторами. Для чего это все делается? Чтобы наши дети не ходили на дистанционное обучение, чтобы не уходили, чтобы они занимались в школе очно, как положено, чтобы учились. Это все, не считая, сколько дезинфицирующие средства были приобретены, кислород для больницы, термометры каждой школе, вплоть до того, что в каждой школе, каждому садику пульсооксидометр тоже мы дали, чтобы проверять, чтобы выявлять, диагностировать на ранней стадии, выявить больных. Конечно, без потерь не обошлось. Потери были, да, были. В прошлом году, наверное, каждого человека это коснулось. Не осталась семья, где кого не коснулась ситуация с коронавирусом. Если мы будем вместе решать эти вопросы, я думаю, что не такое, и другие болезни тоже мы можем победить. Мы это показали, Хунзарский район, который один из первых в республике начали говорить, что критическая ситуация, тяжелая ситуация, одним из лучших показателей по республике показали по лечению от этой болезни. Вплоть до того, что и дома лечили. По инвестициям. В прошлом году в районе, несмотря на ограничения в связи с карантинными мерами, проводилась значительная работа по строительству социальных объектов, подведению инфраструктуры. Ведется целенаправленная работа с целью привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику района. Одной из основных задач, стоящих перед администрацией района в последние годы, является наращивание участия в государственных программах Республики Дагестан и Российской Федерации. В 2020 году район участвовал в 12 государственных программах. Общий объем финансирования мероприятий в рамках государственных программ в 2020 году составил более 320 миллионов рублей. По программе государственной поддержки дорожного хозяйства Республики Дагестан завершена реконструкция дороги Баев-Чондор протяженностью 1 километр.
В рамках реализации регионального проекта «Мой Дагестан, моя дорога» в 2020 году сдана в эксплуатацию автодорога Харахи-Орута протяженностью 27 километров между населенными пунктами. Здесь необходимо отметить, что в прошлом году, если мы получили 14,7 миллионов рублей по этой программе, на следующий год мы получили всего 13,8 миллионов. Это напрямую связано с нами, с нашими жителями. Это тот транспортный налог, который мы не собираем. Весь транспортный налог, который мы собираем, он приходит к нам, и на эти деньги мы ремонтируем дороги для нас, для наших жителей. Поэтому хочется сказать, не всегда все нужно сваливать на администрацию. Каждый человек должен знать, что нужно платить налоги, и оплаченные налоги, они идут к нам, в нашу казну, в наш бюджет. Завершен ремонт автодороги Амишта-Ушло протяженностью 1,5 километра. Идет реконструкция автодороги Аране-Обода протяженностью 6 километров. 3 из них сданы, 3 из них будут сданы в 2021 году. В рамках реализации программы формирования комфортной городской среды завершено строительство парка селения Орута площадью 1000 квадратных метров и благоустройство озера в том же селении Орута. По этой же программе в 2021 году планируется строительство парковых зон селение Харахи и селение Буцра 1300 квадратных метров и 800 квадратных метров соответственно. Это уже торги прошли, победитель определен. Уже, я думаю, с потеплением, с марта месяца можно начинать, и до мая месяца эти объекты должны быть сданы. В рамках реализации регионального проекта местной инициативы завершено строительство водопровода протяженностью 2,2 км селения Хунзах. Это один из немногих участников, которые на сегодняшний день участвуют в программах местной инициативы. Это, по-моему, третий участник по району за весь период существования этой программы. В прошлом году по программе развития образования сданы в эксплуатацию школы в селении Шудута и Тлайлох по 100 ученических мест. Это большое достижение для нашего района. Я должен отметить, что вместе с Тлайлохской школой сгорели в 2016 году еще 3 школы. Ни один из них до сегодняшнего дня не построен. Единственная школа, которая построена, это наша в Хунзарском районе школа, полностью построенная и сданная в эксплуатацию. По региональному проекту 100 школ завершен капитальный ремонт в школах Орута, Буцра и завершается селение Тагада. Тагада не завершено не потому, что не могли ее завершить, потому что там пришлось выполнить дополнительные работы за счет инвесторов, поэтому объем слишком большой. Я думаю, что в январе месяце они сдадут полностью объект, и дети будут кушать в нормальных условиях. По федеральной программе развития образования в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению, канализации завершен ремонт школ Чондор, Коло, Уздаларосо, Гацатль, Хариколо, Цалкита, Гузулуколо и Абута. Общей стоимостью 15,6 миллионов рублей. В рамках регионального проекта «Точка роста» в школе номер 1 селения Хунзах открыт кабинет, оснащенный современным учебным комплексом на общую сумму 1,6 миллионов рублей. По государственной программе развития образования в текущем году планируется установка 21 образовательных учреждений, теплых туалетов, чтобы наши дети не чувствовали себя ущемленными по сравнению с теми, кто живет в городах и в других условиях. Чтобы они были приравнены, все условия создаем для наших детей. В рамках проекта создания общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом установлены парковые площадки в селении Буцра, Заиб и Очло. По программе развития культуры в Республике Дагестан в селении Орута завершен капитальный ремонт Дома культуры с общей стоимостью 15,7 миллионов рублей. В рамках программы устойчивого развития сельской территории в текущем году планируется завершение строительства водопровода Амуши-Хараки стоимостью 35 миллионов рублей. В 2021 году планируется строительство школ в селении Араней. Торги прошли, я думаю, что с марта месяца мы начнем это строительство, и на юбилей Расула Гамзатова, если мы все доживем до этого времени, мы эту школу должны сдать на 340 ученических мест, 150 с постоянным проживанием, интернат,
чтобы все знали. Эта школа будет сдана в 2023 году. Должна быть сдана. А Оркачей единственная школа, где мы 2 смены занимаемся. Я думаю, что в течение года-двух мы начнем строительство новой школы в селении Оркачей и ликвидируем единственную, которая осталась у нас, двухсменное обучение. Также предусматривается завершение ремонта комплекса «Белые журавли» с 2013 года, который идет. Никак мы ее не могли завершить. В прошлом году начали, уже торги провели, и в этом году, я думаю, что мы завершим полностью ремонт, строительство комплекса «Белые журавли». По программе «Чистая вода» в 2021 году планируется строительство водопровода и завершение строительства очистительных сооружений в селении Хунзах. Полностью новый водопровод проводится в селении Хунзах. В селении Арани водопровод и водоотведение, канализация завершается в 2021 году. И в Батлайч начинаем в 2021 году, завершаем в 2022 году по этой же программе водопроводы. Эти деньги уже поступили, не нужно никуда жаловаться, никуда писать. Буквально в течение месяца-двух пройдут торги, и с потеплением, я думаю, начнут работу по всем 3 объектам. Кроме этого, в районе асфальтирования автомобильной дороги до селения Ахалчи 1,5 километра, Сивух 0,3 километра, Хунзах 0,4 километра и бетонированная автодорога селения Сивух протяженностью 0,25 километров. Произведен ремонт внутрипоселковой дороги селения Узлоросово. В Харахи открыли добровольную пожарную команду. Администрация предоставила помещение, которое было в селении, а пожаротехническое вооружение, пожарная техника, боевая одежда и снаряжение выделено ГКО противопожарная служба Республики Дагестан. Планируем такой же открыть и в Гасатлинском участке. Планируется, если получится в 2021 году, если дадут помещение, я думаю, что в 2021 году тоже откроем такой же. Это для тех жителей близлежащих сел. Пока с Хунзаха туда доедет пожарная машина, я думаю, что если она будет рядом, она никому не помешает. Это не все работы, которые сделаны у нас в Хунзахском районе, еще много что сделано, но необходимость ее говорит на сегодняшний день по образованию. Администрация Мэр-Хунзахский район особое внимание уделяется реализации принципов социальной политики в области образования детей, обеспечению прав ребенка на полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие. Приоритетным направлением в сфере образования является обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, а также дополнительного образования. В настоящее время в районе работают 42 дошкольных образовательных учреждения, 1679 мест. Из них в зоне отгонного животноводства 4 учреждения на 203 места. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, при содержании муниципальных образовательных учреждений общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет с учетом прикутанных хозяйств составляет 48,8%, что значительно выше среднереспубликанского показателя. Но статистика, она такая вещь. В Лакском районе один-единственный садик, который посещает, по-моему, 60 детей. В очереди никого нет, у них 100% обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями. Поэтому на статистику особого внимания уделять, смотреть на нее, наверное, не особо стоит. В районе функционирует 47 общеобразовательных школ с численностью учащихся 3593 человек, из них в зоне отгонного животноводства 8 школ на 676 мест. Анусинская школа, которую мы, в зоне отгонного животноводства, которую мы открыли в прошлом году, до сих пор не могли получить документы. Уже буквально дня 2 назад получили зеленку на эту школу. Сегодня-завтра получат лицензию, и наши дети в зоне отгонного животноводства могут посетить новую современную школу, которой могли бы гордиться многие жители городов и районов нашей республики. На 100 мест
полностью оборудованная школа будет сдана, то есть будет посвящать уже сегодня-завтра. В системе образования района функционирует 3 учреждения дополнительного образования. Теперь уже не 3, уже 5 учреждений получается. Мы спортивную школу поделили. Одна спортивная школа у нас была. Мы ее поделили, сделали 3. И должен отметить, что единственная спортивная школа и учреждения, детско-юношеские спортивные учреждения, которые работали в период пандемии, ни один день, которые не закрылись, это были только в Хунзасском районе. В других районах они, начиная только сегодня-завтра, будут запущены. Доволен ли я образованием? Конечно, недоволен. Вопрос, который у меня стал одним из первых, когда я пришел в район, это образовательное учреждение, которому я не могу быть доволен. И если мы будем идти такими темпами, у нас образование и образованных людей через 10 лет, наверное, не останется. Сегодня мы все видим, какая обстановка. Из-за пандемии, из-за вируса 65 лет и выше людей не пускают работать, жители нашего района. Да, они говорят, что мы можем работать, но есть такой закон, есть такое положение, их не допускают работать. Проводить дистанционное обучение у них не получается. Как бы вы ни говорили, что бы вы ни говорили, проводить дистанционное обучение ни у кого, не только 65 лет и выше, и до 65 лет тоже качество, готовность наших учителей на преподавание очень низкая. Очень низкое качество. В первую очередь я считаю, что бросить это все на администрацию района и ждать, пока администрация там поменяет директоров, поменяет учителей и научат наших детей заниматься, это неправильная позиция. Если мы, родители, не стараемся, не хотим этого, у нас ничего не получится. Если будете помогать, родители, если родители будут помогать, у нас уже создана комиссия, которая ездит по всем школам, плохо или хорошо, что-то мы начали уже. Эффект, я думаю, что, наверное, уже кто-то почувствовал, если кто не почувствовал, почувствует, до конца года мы примем решение по некоторым руководителям, которые не хотят и не могут работать в системе образования. Так не бывает, чтобы у одного директора все было идеально, у другого директора было там на 10%. Такого не может быть. Один район, одни условия, всем создаются одинаковые условия. Каждый год на отчетах я поднимаю этот вопрос. Ни одно образовательное учреждение, я могу другим учреждениям отказать в финансировании, но ни одному образовательному учреждению я еще не отказал ни в чем. Ни детским садикам, ни школам, ни другим учреждениям. Абсолютно ни в чем не отказал никому. Те условия, которые созданы у нас в районе, не созданы нигде. Нигде в республике нет таких условий, чтобы можно было заниматься и чтобы дети могли учиться. Да, есть какие-то недостатки, эти недостатки мы своими силами устраняем. Все директора хотят, чтобы построили новые школы. Все директора хотят, чтобы создали условия. Отопление, чтобы было хорошее, теплые туалеты, чтобы были, учительские, чтобы были готовы. А ни один директор почему-то вот за эти 2,5 года, ни один директор вот из 40 директоров не подошел и не сказал, что тот или иной педагог не справляется со своей работой. Поменяйте мне того или иного этого педагога. Ни один директор, если подошел, вот станьте за ЖС директора, не подходят, потому что никому это не нужно. Это нужно только администрации. Мы с первого дня начали эту работу. Да, сразу не все получается, не все нам удается. Я думаю, что потихоньку мы доведем начатое дело до конца. Все наши дети должны получить качественное образование. Все дети нашего района. Не обязательно, чтобы они все поступили в высшее учебное заведение. Нету никакой необходимости. А что, если он водитель, он может быть безграмотным?
или штукатур может быть безграмотным. Все должны получить грамоту. Грамотные должны быть. Сейчас нет такого, чтобы людей принимали там по каким-то принципам. Сейчас у всех спрашивают, на что они способны, что они могут делать. Если человек идет устраиваться на работу с высшим образованием и в заявлении в одном предложении делает 5 ошибок, это хорошо, если они в Хунзах приходят с такими заявлениями. А если они за пределами Хунзаха идут и пишут, что житель Хунзахского района сделал в одном предложении 5 ошибок. Что мы должны радоваться этому? Нет, конечно, это позор. Я считаю, что это позор для нас. Поэтому эти все вопросы, да, я понимаю, с 90-х годов запущено это все, время прошло, но пора уже опомниться, пора уже одуматься и перейти на новый уровень образования. Это касается каждого человека. По сельскому хозяйству у нас район аграрный, сельскохозяйственный. Есть хорошие показатели, есть очень нехорошие показатели. Есть хозяйства, которых можно поставить пример по всей республике и с положительной стороны. Есть хозяйства, которые можно поставить примером с отрицательной стороны на всю республику. Что такое сельское хозяйство на сегодняшний день? Это все частная собственность. Это все хозяйство ваших родителей, ваших предков, которые кого-то отправили в ссылку, кого-то осадили за это все, забрали все имущество, создали колхозы, теперь колхозами руководят 1-2 человека. Наживаются на имущество наших предков 1-2 человека. Те, которые имеют больше связи в селении, больше возможностей, они получают это все. До 2020 года на землях отгонного животноводства был полный беспредел. Я думаю, что начиная с 2020 года полностью это все прекратится. Почему? Потому что контроль за этими землями будем осуществлять силами администрации. Раньше с кем угодно подписывали договора, теперь такого не будет. Теперь будут договора через райадминистрацию. Если человек не работает, если человек не хочет работать, у него отбираем земли, даем тем людям, которые хотят работать. Да, статистически по сравнению с 2020 годом мы увеличили производство сельского хозяйства почти в 2 раза. И что такое статистика? В прошлом году убрали урожай с 1 гектара, в этом году убрали урожай с 2 гектаров, и на 100% мы повысили собираемость урожая. Вот такая статистика у нас есть, которая, если в прошлом году было 1500 гектара посевов яровых и озимых, в этом году посеяли 2200, по-моему, гектаров. Вот она статистика, получается, практически мы на 150% увеличили урожайность, не собираем. А смысл, куда это все идет? В какой населенный пункт пришли эти деньги? Какой джамаат увидел эти деньги? А никакой не увидел. Это все та статистика, которая обманывает нас, которой мы сами себя обманываем. В районе земли сельскохозяйственного назначения не обрабатываются. Они практически на нуле, 10% максимум, которые обрабатываются земли. Причин сотни, тысячи причин, чтобы лишними не обработать земли. А где земли? Если сегодня спросить, все земли у жителей. Все земли держат, там отцовские земли, дедовские земли, прадедовские земли были, все они находятся в ведении жителей нашего района, но обрабатывать их никто не хочет. С этого года, я думаю, что контролировать сельскохозяйственные земли мы будем на 100%. Если эти земли не будут даваться в аренду, как положено по закону, не так, как отдал в аренду, через черную кассу деньги куда-то идут, а никто не знает, никто земли не обрабатывает. До тех пор, пока мы официально не закрепим эти земли на 3 года, на 5 лет, на 10 лет за арендаторами, их обрабатывать никто не будет. Но до тех пор, пока мы не начнем наказывать глав сельских поселений, они, видимо, до этого тоже не додумаются. С этого года мы привлечем специалистов. Есть у нас земельный контроль,
молодой человек, я думаю, в этом году будет работать. И с привлечением республиканских служб будем проверять эти все земли. Земли должны обрабатываться все. Все 100% земли должны быть обработаны. В этом году мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в Качубейской зоне. Нету подножного корма, хозяйства не подготовились к зимовке. Уже интересная ситуация получается. Частные поголовья скота, администрация виновата в том, что они не заготовили себе корма. Хотя с ноября месяца мы говорили, что будет такая ситуация, будет зима чрезвычайно не такая, как в прошлом году была. Но, тем не менее, умудряются наши руководители не готовиться к зиме. Они думают, что зима не придет. Вот пришла в этом году зима, начали там бить колокола, просят о помощи. Если я была бы моя воля, я бы, конечно, не отдал бы эти субсидии, эти дотации, никому бы не дал. Дал бы тем, кто хорошо подготовился, кто заготовил больше, чем больше кормов заготовил, отдал бы тем эти деньги, чтобы они выкупили скот у тех, кто не умеет этого делать. И вот тогда была бы рыночная экономика, тогда было бы справедливое распределение этого всего. Но у нас, видимо, так принято, что мы должны поддерживать тех людей, которые не умеют работать, которые не хотят работать, а не тех, кто хочет и умеет работать. Эта система нашего, видимо, Минсельхоза так решил. Еще раз говорю, наш район в свое время, один колхоз Хизроева имел бюджет больше, чем бюджет двух соседних районов. Это все, чем мы сегодня пользуемся, это все плоды того, что оставил нам этот колхоз. И школы, и садики, и водопроводы. Все эти объекты построены за счет средств колхоза в каждом населенном пункте. Мало где есть за счет бюджета, который построены водопроводы, школы, садики, очень мало где есть. Поэтому возродить эти традиции мы обязаны. По культуре, молодежной политике и туризму. Никому не секрет, и все знают, несмотря на тяжелые условия, несмотря на пандемию, Хунзалский район, по некоторым данным, посетили около 100 тысяч человек. 100 тысяч человек – это подарок. Любой район мог бы гордиться, что вот их посетили 100 тысяч человек, кроме Хунзалского района. Если сейчас выяснить, сколько человек заработали эти деньги, 10 человек в районе могут сказать, что вот сделали какие-то условия, создали и заработали деньги. А что 10 есть какие-то условия дополнительные, другим нет этих условий? Вот посчитайте, 90 тысяч человек потратят в районе по 1000 рублей. Меньше чем 1000 рублей никто же не тратит. Там можно покушать 500 рублей, сувенирчик там 100-200 рублей и фрукты купить по дороге еще 300 рублей. И 1000 рублей остается у нас в районе. 1000 рублей с каждого человека, если оставить у нас в районе, сколько это денег получается? 90 миллионов рублей. Просто, которые мы выбрасываем. Не забираем мы эти деньги, не отбираем мы эти деньги. Не получается у нас это все дело. Когда говорят, чем администрация помогает бизнесу или предпринимателям, а что, для кого мы делаем эти дороги? Для кого мы делаем водопроводы? Для кого мы создаем эти условия? Что для бизнеса отдельные условия, для жителей отдельные условия же не бывает. Мы же не можем финансировать становление бизнеса или развитие бизнеса. Мы создаем инфраструктуру такую, которую нет нигде. Где все созданы. Если бы не было хороших дорог, если бы не было хороших условий, 50% этих людей не приезжали бы сюда. Если раньше все ездили в Гунибский район и в Дербент, в этом году, вот по статистике Минтуризма, уже 50/50. И в Гуниб ездят, и к нам ездят. Гуниб развивался десятилетиями, а Хунзах развивается всего 3-5 лет туризм. Поэтому пользоваться плодами, пользоваться дарами, которые нам дано, обязаны все, каждый из нас, который здесь сидит. Никто не должен ждать, пока нам кто-то сверху даст подачку. По культуре
Опять-таки, из-за пандемии мы не могли массовые мероприятия проводить. Немного мероприятий мы провели, но все мероприятия, которые проводились в республике, мы не остались в стороне. И телевидение работало, и культура работала, и молодежная политика работала, и туризм работал. В 2020 году работа в сфере культуры и молодежной политики осуществлялась в тесном взаимодействии со всеми структурными подразделениями и службами района, и в первую очередь органами образования, спорта, внутренних дел, молодежными и общественными организациями, местным телевидением и редакцией газеты «Сельский труженик». В рамках Года памяти и славы ими были проведены ряд мероприятий всероссийских акций, блокадный хлеб, который прошел во всех образовательных учреждениях, военно-патриотическая игра «Зорница», посвященная 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Необходимо отметить, что наша команда нашего района заняла первое место в республике. Это тоже огромное спасибо руководителю, директору школы, лицея Весумбол. Если у нас будут такие ребята, хотя бы 10%, у нас, я думаю, что будущее нашего района останется. В онлайн-формате прошли акции «Парад Победы», «Письмо Победы», «Лица Победы», «Окна Победы», «Последний звонок», «Стоп коронавирус», в рамках которого проводились раздача продуктов малоимущим. 11-12 июня прошли всероссийские акции «Окна России», «Я гражданин России», «Триколор», посвященные ко Дню России. Цель акции – проявление участников гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине. По спортивным мероприятиям, несмотря на то, что все спортивные детско-юношеские учреждения у нас были открыты, выезжать за пределы Республики Дагестан не было возможности, потому что соревнования не проводились нигде. Единственные соревнования и мероприятия проводились у нас внутри района. И это тоже хорошо, я думаю, когда откроются другие спортивные учреждения, у нас будет возможность более подготовленно принимать участие в этих мероприятиях. Да, мы закрыли одну спортивную школу, сделали 3 спортивные школы, потому что внимание тем детям, которые находятся за пределами района, на периферии, было очень низкое. Теперь на каждом участке есть свои руководители, есть свои тренера, которые, я думаю, будут заниматься и занимаются с нашими детьми. Но надо знать каждому человеку, все хотят получить зарплату. Все тренера хотят получить зарплату. Я больше всех хочу платить эту зарплату. Больше всех хочу я платить эту зарплату. И учителям, и тренерам. Всем хочу я платить зарплату. Но платить за что? Если человек тренирует 3 детей, если 3 детей человек тренирует, нету ни одного выхода, показателей нету. А другой человек, который занимается с 20 детьми, у которого есть 1-2 выхода, будем так говорить, и платит одинаково этим детям, я не думаю, что это правильно. Это, наверное, неправильный подход. Этот человек сам должен сказать, если к нему идут всего 3 детей, он должен сам прийти и отказаться от этого тренерства. И этих детей возить туда, где есть больше детей. То же самое по образованию. В одном классе 4 детей, и эти 4 детей с 1 по 4 класс. Они же должны быть вундеркиндами. Если на одного ребенка уделяется 45 минут каждого урока только на одного ребенка, он как минимум должен быть золотым медалистом. Как минимум. Но у нас наблюдается обратная тенденция. Если малокомплектная школа, максимум до 9 класса с трудом дети доходят. Когда говорят, что в школе условий нету, этого нету, того нету, мы пример приводим. У нас есть несколько школ, которые директора поставили работу на уровень. На тот уровень, который соответствует более-менее и образовательному, и содержанию, финансово-хозяйственному содержанию. Сейчас раскрывать не буду, потому что у нас намечено несколько выездов по этим школам. Мы всем покажем, где есть директор, где нету директора.
где есть образование, где дают образование, где не дают образование. И от того, что мы построим золотые школы, золотыми партами, золотыми стульями, со всеми условиями, ничего не поменяется. Ничего не поменяется до тех пор, пока каждый учитель не поймет, что он в первую очередь учитель, что он приходит в школу давать знания детям, а не зарабатывать деньги. А зарабатывать деньги – это уже вторая очередь. По финансам и налогам. В результате проведенных совместных мероприятий со всеми службами заинтересованными в 2020 году в муниципальный бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей всего 251 миллион рублей. План выполнен на 101%. Это хороший показатель, безусловно, в этой ситуации, которая у нас была в этом году. Но необходимо отметить, план по сбору земельного налога выполнен на 95,3%. План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 66,5%. Это тот показатель, единственный показатель, который зависит от жителей нашего района и от глав местных администраций. Все деньги, которые собраны, идут в бюджет сельского поселения до копейки. В прошлом году усилиями всех глав администрации района снизили налоги, земельный и имущественный налог почти на 50%. Все жалуются, что большие налоги не собираются, невозможно собрать незаконные налоги. Довели до законных показателей все налоги, уменьшили практически на 50%. А в этом году 65% из уменьшенных налогов не могут собрать. Это те деньги, которые идут в каждое сельпоселение. Каждый глава хочет, чтобы у него в селении водопровод, чтобы построили, асфальтировали дороги, там еще что-то сделали, парки построили. Все же хотят. А те деньги, которые зависят от них, ни один рубль не собирается. Из этих 65 и 95% могу с уверенностью сказать, 50% этих денег жители не отдали. Это тоже главы сами поставили. Главы сами поставили, чтобы хотя бы на какой-то уровень довести свой бюджет. Почему? Потому что, наверное, не только у нас в районе, везде, по всей республике, все жители являются и главами сельпоселений, и главами райадминистрации, и главными врачами, и директорами школ, и заведующими садиков. Все знают все лучше, чем кто-либо другой. Никто не знает, что он должен делать. Ни один человек не знает, что ему нужно хотя бы раз в неделю ходить в школу, чем занимаются его дети, смотреть. Что он должен налоги платить, что он должен за электричество платить, за газ платить, за все, что нужно платить. Никто не знает. Если домой придет кто-нибудь скажет, дай за электричество деньги, это будет враг номер один его. Или еще хуже, если скажут, что оплатите налоги, это вообще будет на всю жизнь, и даже до кровной мести может дойти. Эти те немногие показатели, которые мы сделали в этом районе. Очень много работы, которое не вошло сюда. Асфальтированные дороги от Гацатля до Уздоровца полностью завершены. Полностью асфальтированная дорога республиканского значения. Вот в республике таких дорог мало. Сделаны эти дороги. Водопроводы почти в каждом населенном пункте, кто обращался. Всем, если мы не можем построить новые водопроводы, дали материал, сами жители отремонтировали. В Рукаджи, например, почти 2 километра проложили новых труб, замен на старые. Ануси поставили километр, по-моему, если не ошибаюсь. Таких вопросов, которые сюда не вошло в этот отчет, очень много у нас. Есть за что можно отчитаться, чем мы можем гордиться. Чем мы можем гордиться. Но отрицательная сторона. В прошлом году, по итогам 2018 года, Хузал получил первое место среди горной зоны. В этом году, по этим же итогам, среди 11 районов, мы получили второе место.
По всем показателям у нас лучшие результаты на голову выше, чем тот, который получил первое место. Единственный показатель, который тянет нас назад, образование. Образование. Хунзарский район не получил 11 человек аттестатов. 11 человек не получат. Те, которые и так сдают ЕГЭ, не все, и из тех, которые сдают, 11 человек не прошли. Вот это, я считаю, позор. Мне стыдно, просто я в других местах не озвучиваю эти цифры. И, наверное, все равно кто-то знает, они же тоже анализируют, за что мы получили второе место. Когда у нас есть инвестиционные и другие все показатели на голову выше, вот самый такой показатель по образованию, который мы, 11 человек, не получили аттестаты. Это 2 экзамена по русскому языку и математике не сдали эти выпускники. Для меня, я считаю, что это позор. Это ситуация, которую мы должны переломить. Это ситуация, над которой мы должны работать. Я думаю, чем читать статистические данные, лучше отвечать на те вопросы, которые мы получили по телефонам или в интернете. Единственное, нужно сказать, отметить нужно, наверное. Вот все говорят, зарплату не дает, это не дает. По сравнению с 2019 годом, в 2019 году средняя заработная плата, она берется не каждого ученика, средняя зарплата на всех учителей, если поделить, была 23 тысячи рублей. В 2020 году этот показатель мы подняли 24 211 рублей. Это учителям. Кто-то получает 40 тысяч, кто-то получает 18 тысяч, но средняя заработная плата среди учителей получается 24 211 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования в 2019 году была 19 723 рубля, в 2020 году стало 23 670 рублей. Это те наши воспитатели, которые воспитывают наших детей, получают среднюю заработную плату 23 670 рублей. Да, я понимаю, не все ее получают правильно. Почему? Потому что, опять-таки, с тех же показателей, которые я начинал, один человек ведет 24 часа, другой молодой специалист ведет там 6 часов или 8 часов. С этим мы будем бороться. Банк вакансий для педагогических работников у нас есть. Обращайтесь, пускай обращается любой житель Хунзарского района или других, кто хочет работать в школах нашего района. Любой выпускник педагогических вузов, пускай обращается, мы посмотрим, на что он способен, где его можно использовать, как его можно использовать. Более того, если будет такая, мы будем обучать вот ту молодежь, которые закончили вузы, педагогические вузы с педагогическим образованием, мы их будем обучать дополнительно. Мы оплатим деньги, администрация есть такие возможности. Если они не получили достаточное образование, мы здесь это все исправим. Главное, чтобы были молодые учителя, которые хотят работать в наших образовательных учреждениях. Все условия для них мы создадим. Мы постараемся, чтобы они работали в нашей школе. И наставничество мы возродим, и другие есть планы, которые мы будем обращать внимание. Уважаемый Нурмагомед Задиев, хотелось бы узнать, какие у вас планы по развитию района на ближайшие 2-3 года, создание рабочих мест, газификация и электрификация. Развитие газификации Нефтерайона Абсад практически, кроме Харакинской зоны и Бутраб-Худизян, Кискивего и самоподводящий газ практически школа. Киназику Бикановле, вот сала газгибачом Хунзахт археалды коло цо объект образования культура переводом на газалды. Заралайте урхенили. Кино грохуну, киназик ботла школа, хинтиги богу, условия алгиру, кино раньше богу. Но Исана на 21 год планировать год до Сиуха внутрипоселковый сетал Харизы Джибжиросот, а Халчиса Ацалока Бахон, 21 год в конце или 22 год Эльросовас Бачникула Гайз. Байк, Чондот, Гонок, Сиух, Ахалчи, Ацалох, Ребута, Эльросоватле, Исана Бачникула Газ. По электрификации.
Конечно, нехер районолдору, ну, энергосистема, будем так говорить, 60-х годов. Шапкавлюс у нас рачал парал гирогу, 80-х годов хизрал футбол гирогу. Хитсани гедас хаду хизи чугон, хитсани гед алабгия чугон. Кино учас парамугу, жинди рухове 220 вольт токатл баджи. Киноздук ботлала, киноздук хазыги хала, что 220 стался плюс-минус 10% допустимые нормы, больше 10% недопустимые и не нужно платить. Короче, киноздук хала говорит, что это недопустимо. Ну, тем не менее, что интересный суал. Дица только в Гаратколюгоне, ди батальщик киношочек дирдуба, хавода буганиги, нуцилкалда буганиги, кипшу буганиги диршочкал батальщик буганиш ди. Но же буганиш батальщик Гаратколючиясы. Бугунаро. Ди, например, чайрав шочек бугани, кахлав шочек бугани батальщик бугунаро. Цоги суал, закономерный суал. Антав шочек бихаро чугиш цониги. Антав шочек. Или что такое умный шочек? Диви хевжот жауап төлөчү дихижиги шожуха. Да кис киребу канун жодой цодро шочигал тогила. А кис харакны анта шочигал. Ругунар хведина. Ругуна цодро шочигал дицвитин нужда кинологуняли. Цодро шочигалугуна босон хажакол дигон хизун жаним шестерен кагон 97% экономиялдыги бачун практически Арастлези колор хелилу цодроошор чигал. Лел киназотлези ботлова. Хел ботл киназотлези. Нехер районал батумана экспертиза битаремехат. Шотчик экономил 99,7%. 99,7% экономия была. Он вообще не крутился счетчик. Нехер районал батар экспертиза битумана счетчик. Элеха умный счетчик. Хел тез ботлова киназова. Нехер Вачунована, представитель Россетей, районала Вачунована. Озавлюха, мы готовы инвестировать деньги в район. Столько, сколько нужно. Абсолютно без проблем. Да, Анчлан Тумугана, я тариф Борхиза Бичугон, я Адамазухут Адибахи Чугон, Хисизи Кваралги, Хисизи Хрубалги, Хисизи Шочикалги. Ну, нехер час бортнеш тоха. Нехер час бортмуго. Басриал Кваралги, Басриал Хубалги, 220 вольт, токатлы параму. Ну, бачунару хавасам. Бачуна, цоги вопрос. Нехер чаацарол техослойлугу, анску ганслешу кову хевергусон цирарол. Нехер умузулу гара цо чирахки, цо холодильники. В лучшем случае, цо бечило чазу телевизорги. А жарко, жири час, вот иги компьютералги, иги телевизоралги, иги холодильникалги, по 10 киловатт отопления. Вот ли рассчитанный ток бачунеш, то нехер районал жаниби. Ди бачуни клуб ток, ди 220 дом законопослушный плательщик. Ди мадуалас бозун 9 киловаттный ток, более того, умудряется равно киго плюс бичалевого теналды. Киго плюс бичалевого теналды цуяс, а мадуалас у вас тану ток. А них кино часовало бусурла вервилацинги. Чиясы зарал абыз биолдарлы, чиясы калкал абыз биолдарлы. Или говорю калкал. Или нельзя зарал чиясы. Ди бачыны куроток бачынеш, дир телевизор халдулеш, дир халадин халдулвечу, шимниги халдулвечу руков, а чиясу дворалда готла отопление габон, хватиб азбин олугу цочай хватхинти забон. Эпкинда бужоги тлёз забон, раски бугнор, шочиголги хиз биола, паралги хизуло, кино уже хизуло. Просто Богин около человеческое отношение ко всему. Един Богин Джомогин, тем более, нехер район практически газифицировал там. Газ батерал чадар хала, башта бахалды. Более чем наполовину, датул отлезголя гарас отопление отлохи, цоги жалзухи. Хеб хабуники хунза жаниру адамал, электричество алда тон левый теналгон, отопление хабунича. Элдахс, един бажарларуха, кино уже Рехунду мажарлар то. Ил сознательный айдан халдан хадур жаловаться роло милицияге бачуна жөнүгүлө, судовый тколюгүлө, административный протокол калюгүлө. Или так должно быть. Чего не колоха и долги я вон данди колар колха.
Рабочие места, конечно, захватывал вопрос был. Куда-то вот нам рабочие места бегаризи, заводал гаризи, фабрикал гаризи, кино уже гаризи, жаквала жанем, а кино вот могут частную собственность. Рабочие места бы создавать аруларный гаризи белору, сейчас говорит, что жив час хотя бы гостевой дом рану, тюз мойка баму, тюз магазин рану, хотя бы хебниги, абизе ухи чугун хебниги, абизе куме кабелю администрация. Ну жака заводал фабрикал гран цохунзах рану, не хабажролоруха. Бажаржо по возможности дицрать живу молокоперерабатывающий цех, молочный цех. И в ближайшее время и сама до 500 литров в день рак перерабатывает цех. В дальнейшем и мясоперерабатывающий это сходов и целый по очереди. А кино условия создавать, конечно, хотелось бы, но не получается. Какие меры принимаются в районе по реабилитации систем образования и здравоохранения? Ну, бицанаха, пишем себе районного вачармага табуна аттестация учителей. Показал, что они не готовы, наши учителя не готовы. Со категории учителей завозил, салдезарна, арабский тканат, салдезарна, они с удовольствием очень рады, очень довольны. Я думаю, что эти люди смогут пройти какой-то барьер. Но 90% учителей, конечно, это все не прошли. 90% учителей это все не прошли. Почему? Одно объяснение. Администрация Тхолюбана Арадский, администрация Рачунугана Царец Чайги, потому что они не знают элементарные азы своего предмета. Поэтому не пришли. Из 40, по-моему, учителей английского языка прошли обучение 16 человек. Остальные учителя, которые не знают элементарные вещи английского языка, которым стыдно перед другим, поэтому они не пришли. Одинго математика, одинго русский язык, это районно табунку чего математику, который может преподавать достойно. И максимум 7-8 человек, которые русский язык могут преподавать. И математика и русский язык это что, не фермало шимлязевый, шимни халаро. Хебги марки он, они спатили он. Царизм, он, медицинский, чему они, как они нас будут лечить? Жака Куала абсолютно сильные претензии к врачам. Да, халится себе, учитель завода обольщина уже здесь врача сдегабали угона. Уре рачар мехаш поликлиник алды рачар мехаш жанр одурги чун чай кол врачалыгуны калда балаун чун адамлаги туун. Абсолютно цониги чиясун бугин колок айдат ала боли бугин чу врачица. Жака бугин отзываз ханекара мехаш нихе районда адинхлик лечение, нихе районда адинхлик обеспеченность лекарственными препаратами, нихе районда адинхлик внимание унтерочияс яболи больница республика алда цониги. Нихе адин хаболи лечение, битараб лечение. Кино чай критическое положение доле за 30 сахарарал чай кавидат мунтарал. Нормально сахар талку патиргу нехер. Кино хэнкону сахар бугин чай больница алдыни. Доле живой пример. За 30 сахарарал чай кавидат мунтарал анцукуасан патиричано хилизигану. Едимо далги көже көжел. Сатурация 40-50 алды карал чай ракындан нехер больница алды. 40-50 алды сатурация карал чай. Хон уже kahırgın bir cerrahından nefes balınca aldı. Şaygore turukor geçiyon, balınca aldı negi hinkon, уже критические точки алды карма балınca aldı грачуна хаду авно ценкинде учас балınca куми кабыл edildi. Конечно абулоро, эркихани бажарлоро харачы тадивак нам. Чагоругим харачны кол профилактика габыз кол чогы да габыз кол. Кино суала дич адбро абул самозелация ничизарун сумана бугана кино учил садак 해주고 хотя по очереди адам을 лечить врачас биагу гине. Жакуалы жаны больница открыли рокорокоры дарагын хер. Хамуму колл-центр кимник республикалда жö. Нехер больницалда хаму больницас патиорочас хадур атала дуршир халуге мун кино кишивдур бугена нехер чай жалоба царла. Тебе какое дело, что я делаю? Или нехер чазу жаваб. Ледин наглый тарзикуну кино чай жудой он условия арун жодот алаболуген балансала халтулуген чаасте
или в отношении его нихер адамазу. Один в отношении врача, почему они должны оказывать другое внимание. По отношению врача, никакого жамата на адамаздиги. Единственное, врач нихеру, жамат нихеру, нихер за цузалот алабзикола. Жаквала Жанев с уверенностью могу сказать, что нихера обеспеченные больницы республика Алледжу Цоник. Ботлера животами балазин было, ботлера больница. Пожалуйста. Хига в лечении и хига в обеспеченности. Хеб условия образования бахина образования нихерук на бишн хигалджай республика. Если к этому уровню мы сможем образование довести. Уважаемый Владимир Нурмагомед, пишу вам от имени всего жамаата села Накит, когда у нас в селе появится детский садик. Неужели за все время, как вы были избраны на этот пост, на нас у вас нет времени или желания помочь отдаленным от района села? Мы неоднократно обращались к вам. Неужели нельзя помочь со строительством детского садика? Уважаемый Владимир Нурмагомед, очень надеемся на то, что вы поможете нам. И мы, джамаат села Накит, будем услышаны вами с уважением Гитина Магомед. Вакхат ади ботлара ростал житель садик баз паранечу. Кинази парану садикал. Накит ростлянаду, накит ростат богу чангусонал себе Залмхан Гасанач. Образовать авро школа садики. Цел школа бакинаму, а скобогу старое здание школы. Лицавлюгана давай здесь нужно садик от помещения хотела. Со группа садик 20 детей максимум. И то с натяжкой. Этих тоже нет там. Здесь нужно об садике тлела. Нет, возил параметру. Возил парамугу садик от заведующий, чтобы был отдельный. И не тот, который в школе директор, а вот другой человек, который не относится к этой школе. Или основная задача. В садик Бука, Буконге, это никого не волнует. Хорошо, более того, брат Лилановна, Жаквала Жанеб, Жигитары Зеленка. Живжил Химаде, кино час классикола 45 квадратных метров. Ратлубуга Никола. На каждого ребенка, которого мы планируем вести в садик. Ворота бугу садик бихун ине кикола шугу химеругу ворота садик алжане кикола анску химологу ворота жигеру кор. Абсад на 100 мест садик бани цезик химологу ворота росот. Озул хечу садик. Приоритет кино садик это республика алцевики я буду равных. Конечно бугу на буцраб табу групповой садик бугу частным домом алжане уже бичун частным домом. Через месяц, через два дозитлез цоги помещения для садика. Табу групповой садик. Ботлера главасу желание Бога удовлетворить жизненные вопросы всех жителей. Но живет Бога никакого приоритет, себя обязкула, хаду обязкула. Ничего страшного бы не было, накид. А вон школа дасковый садик он, хон табу воспитатель он, жанр ченхимал он, школа жанр рачун конази конан, Бога никакого условия чизарит. Абсолютно никаких прав. Ну, раз они так хотят, Анджибадина вот здесь Ратлу Зеленка, дальше будем проводить мероприятия, подготовку к строительству садика. Ничего сложного нету, им тоже сделаем, всем сделаем садик. Ну, Бога Николаха заман. Кино участок кола, два, ахалчип асфальтезе бозум два завода асфальтки там катокилон толожен асфальт бугунелан. Porque хотя бы как минимум вот этот процесс Бога Никола от полугода до года подготовка. Хонзак климатичный проект был 13 года проект. В 13 году, который сделали проект. Ну и сама бачу хонзак клим. Эдингу батледжибе, эдингу харахибе. Анцан шусуно тебе амгаражу. Об сразу них ратуна набуларит локина уже. А ранее школа был 14 года проект, то есть 12 года проект. Кино уже замал парона жиндир абискан. Ибот могут хазик ямасы кадар арцу колеб цоцу химиратле школалда каназарулин. По поводу Цаурус, насколько я знаю, включая федеральные, республиканские,
Я бы живам, по-моему, 61 рублей на каждого ребенка. Ну, каналиш химал за 61 рублей. Или долларов. Насколько мы проверяем, это положение гигабечо, вплоть до того, что нельзя принимать решение. Табу химиру школа, поргитон, көн аволь табу химиру гинчугон, асколу школа, авро кön кинозго доставлять авизе. Сейчас я говорю, что условия алтонуго жесткие. Эти условия сделали пищеблок авизикан, табу химиру школа. Бихевгуну цугиция школа базы. Един вопрос потихоньку данди вирусун, авизикола условия кинозгутливого не халда. Может ли глава СП потратить денежные средства с бюджета на уличное освещение установка, так в нашем селе вообще нет уличного освещения? Уличное освещение, конечно, нужно устанавливать. Кинозгутливого уличное освещение. А для того, в каком селе вообще нет, такое село, по-моему, у нас нет такого села, чтобы уличного освещения не было. Если, наверное, есть лампы, которые не горят, но они я решил бы, я думаю, этот человек позвонит, скажет, где, в каком селении нет уличного освещения. Нежится жив глава Араскола, чтобы оплачивали за уличное освещение. Ремонт каких дорог запланирован на этот год? Многих дорог, очень много дорог. Первая дорога будет асфальтирована Анусисан через Хацалок, вот ли трасса Лешизан. Полностью эта дорога должна быть асфальтирована до конца этого года. Почему мы делаем такие дороги? Потому что глава часто внутри поселковой сеталги водопроводный, канализация, рамочный залги аричон, жахатун асфальткун, метер бухзибухун, об асфальткун нухал хазерун дандикулару. Центральный центральный нухал, ринтатат канализациялги шини тоги объекталги. Хабизбегу хунзак канализация водоснабжения на следующий год полностью Розуджане асфальтировать. Батлевич Хабизбегу на следующий год сразу асфальтировать. Арани Хабизбегу живший населенный пункт. Индиржани, Хабуля Халди, канализация, водоотведение, проводные сети, киногуабуншварами, дальше обязательно асфальтированный кинозил. Но хепги обычно лишь адамаз бихи заводовый асфальт гитон арабский хозом данный колору. Ассаламу алейкум, Нурмагомед Масураджиш, Ботлидан, Онокки, Цокина, Буканиги Халти, Хабизи, Цо детский площадка, Масалат Ак, Хажат Ругу, Ниж, Эльдис, уважение Магомед. Аб шул жиги ахиралда даб цикунги баджина. Детские площадки по программе «Комфортная городская среда» по федеральной программе. А была Азербайджан цикун жителей Жанибуги Розов. Азербайджан Адибуги Розов кроме Абуларо. Вот ли салткомугана указание живи глава се Рад Хадуризи. 500 квадратных метров Хадуризи кола как минимум, чтобы построить детскую площадку. 500 квадратных метров. Хевжо Хадурум Баджинчо практически цонги час живи. Баджана Ануса Хаджица Баджимугана 400, по-моему, 50 квадратов. Сейчас я говорю, что руку на живи живут бихи забрал параметров, живи программа для участия принимать абзиканы, тлезикола определенные разразикола определенные условия. Нетер жамаат парамуго хигат лебагал ругзал гиразе, хигат лебагал киналго жудойго ратлго көзе, хаду кун хутаров нак хутаров багал калах жани бяги дубани детский площадка ебать. Конечно, не получится. О площадка ебаги не пол доступный багалда. Не просто на ачиве кибагани вишнуско квадрат китком, а бишум батлов розу батлов не пол киналго. Баз ботларлы набзиколар але хизридал тала исана документал хадурани хунзак пересадик бала гуреш хизрид. Адиатла ласкоматан на 200 мест циав садик бала хунзак централа. Киназ габул хенги тулара абиджугон. Абиджугон киназ до колого главаси цогидаз ботларлы набзилам. Конечно, куда галда ботла, куда рохола ниш чони объект ниш районал адибаджралса. Кинабугани бала хеджу парк бога цинги цогидалуга. Хабку вопрос плохо, аранимги.
обустройство участка для отдыха детей. Оля, пожалуйста, зеленую камугу, 5 сотых. И сами будем участвовать и протаскивать парк Арани. Хорошо? Все. Планируете ли вы проведение студенческого форума в этом году? Будут ли награждены на форуме выпускники прошлого года? Форум мы планировали и в прошлом году. Это хорошее мероприятие. Куда фига мероприятие Богу, но почему-то все хотят, ждут награждения. Все ждут награждения. Не хотят как на иглу тюнугу кино чай. С другой стороны, какой-то стимул, чтобы занимались, чтобы хотя бы сравнительно с тем, что есть, хотя бы получили, чтобы хорошее образование. А без Ракалдабу форум тоже мы хотим в этом году проводить. Но если получится, если дадут разрешение, в том формате, который дадут разрешение. Будем ли награждать? Наверное, будем. Если раньше награждали, сейчас тоже будем. Если раньше не награждали, сейчас тоже не будем награждать. Какие-то изменения вносить, наверное, не стоит это все. Все, как было раньше, это очень хороший формат нашего форума. Но будем делать. Более того, почему все спрашивают про форум, почему не спрашивают вот такие встречи с спортсменами, которые провели вчера. Их тоже будем проводить. С этими спортсменами, с другими, третьими. Что вот, от них вчера поступило предложение месяц один раз в районе проводить встречи. Вот Карабагала, Бадати Хунза, Ходса, Харахи, по зонам, Тинги, Кибдандикани, Карабагалда, Эльги, Харизиру встречали. Ну, форум, скорее всего, пока мы идем к тому, что будем проводить. Уважаемый Нурмагомед Масудгаджиевич, почему не продолжаете работу своего предшественника по благоустройству района или хотя бы не завершаете начатые им проекты строительства парков, зон отдыха, озеленительные работы и так далее? Если нет средств на их завершение, то почему хотя бы не сохраняете то, что создано? Речь идет о парках и пешеходных дорогах, где плитка расходится по швам, и о посаженных деревьях, которые завяли из-за того, что за ним нет соответствующего ухода и контроля. Почему на все перечисленные никто не обращает внимания? Ну, наверное, этот вопрос задает человек, который далек от этого района. Их таласан Байбихон, живший вот этот хинтези машина гибичала ежегодно. И сама там восстанавливает роль, она забор алги, и сама там восстанавливает роль, она колючей проволокой. Но а сколько мы их будем держать в колючей проволоке? Уже шугозом баму, вот будет рекону, что мы теперь всю жизнь будем колючей проволокой их держать? Я не думаю, что есть такая необходимость. Я думаю, что уже можно снять эти колючие проволоки. Но поливать, да, поливать мы будем их. А хотя живший участок Дунваджин Алдыги за каждым населенным пунктом закреплено. Каждый участок закреплен за населенным пунктом нашего района. Жинджиндер территориальный. Но это добровольно, самостоятельно, сознательно подвиг вакуум, кроме как нежицебитум администрация машина в Кроне Баболича, я еще не видел ни одного. А что жителям села, жителям района, кому мешает? Турас Ратюни Михаил, Дважани Батар, Боци, Чеза, машину, Патибегази, кому это мешает? Есть кто-нибудь, кто мешает этому? Или все хотят, чтобы я, как глава, ходил вокруг этих 15 тысяч деревьев и охранял эти деревья? Сознательность должна быть у каждого человека. Жинди Бог никакой сознательность. Жинца, Коль, район алсам, Киго чужой адам, Квачанги Хинкунги, он оцелит чужан. По нашей дороге. Хида хаду мусор багарзи. Ножода хаду мусор багарзи. Нехида хаду мусор багарзи. Тобас анискисе не бачина рого. Нехицере холо кино уходи. Жив хол норц балай. Оба по 100 метров пакеталц мусор бугун уходи. Одасан байбикиз кола живи час жинта прежде чем одну вопрос отхелалды, тин ургиз кола. Шибда жиндица голю, шибда нежица голю. Цоники ходи чудова за бюджетные средства чара. Цохуджун хотбугу нехер жамаататлу адамазу артус чарагут биругу ножор арацбу губат жаны киназугу кинацутура арацбу дважаны гуруш бюджет алсын бичара гуру дубабуги
А до Берцимурквани вот коло руки называл. До Берцимурквани оба вот цвет адабичан 원래 좀 후run하고 вот бегу не лицо вызвало. Через месяц, в конце февраля уже байбихула живжи вот-то хабиза хоралки и поливать их начнут. Начнем. Хицаники, кроме как администрация, вот и Салгавичи, Халтер Хицаники, до этого тоже не делали, и Санаги Абулар Хицаники. Только администрация это делает. А парк открыл вопрос. Я так предполагаю, что это большой парк. Большой парк открыл вопрос, что Жак Валажаневи судалда. Никто не знает, кто должен давать, кому должен давать, сколько должен давать. Хицачев Халти Яму, Хицачев Халти Абунечев. По одним данным 13 миллионов рублей превышение идет, по другим данным 9 миллионов администрация им должна. Я думаю, что когда эти все вопросы решится, и этот парк тоже сделаем. И не только этот парк, другие парки тоже сделаем. Но кино уже, если царка, что хунза Жанни Бамданди Коларуха, я как понял, хунза Хамаджар вопрос. Кино уже обязательно по всему району. Да, хунза райцентрал цикл обязательно, почему? Потому что обувнехи района шло. Лицо, они вот на районе двадцать шиновчи, они бугни коло бишунцеве кинабу абунцево. Но хариколоси сабаке кинабу они гявун цоги давал лабжун дезбиоларуха, они гявискова, довехун гявискова. Эти парки тоже будем делать. Цонеги асквай вечером нахтара вечер, оле 300 тысяч рублей, санатлуму фонтан нашли. Цонеги сейчас иколар, почему фонтан не работает? Хитценги иколар, фонтан ще халду лечали. Фонтанында отликому гамач, ганчысы химичали урадыбе. Неправильно сделали. Система амугумекса, жанет хинги ходун бихунугу насосал. Цону хорозу хисана уже киявли хизун. Гуриш хизрин. Кому 300 тысяч рублей, и сана реконструкция гябун, халдизабзи фонтан. Вот хия халдизабли фонтан. Администрация говорит, уже амадах я говорю. Амадах, адамам отдых от раджинугини. Уже несколько месяцев прошло с того, как детьми в парке Хунзаха были разбиты лампы уличного освещения. Давно известны имена родителей, чьи дети это сделали. Однако до сих пор нет никакого реагирования от компетентных органов. Виновные не привлечены к ответственности и не возмещен ущерб испорченного имущества. Разве у нас не все равны? Вообще, что это вот сын милиционера, это все знают в районе. Сын сотрудника милиции, да. Почему здесь не пишут? Почему боится? Почему этот человек не может этого сказать? Или это вот это обидно бывает. Это же обидно. Поехали вот здесь, напишите имя того человека, чей сын это сделал. Нельзя бояться, не нужно бояться. Пока мы будем бояться, вот так это все останется. Да, 8 лампочки тоже взяли, поменяют в ближайшее время. Я думаю, что небольшая проблема это. 10 тысяч рублей купить, там 3-4 лампочки поменять. Но обидно то, что не хотят говорить. Что это люди сделали. Да, поменять. Все у нас равны. Если вот эта сознательность была бы у нас, эти дети не поломали бы эти лампочки. Что, другие, никто не видел, когда их ломали? Хидан бихичонда возобекана. Об милитетском воспитании, которое мы делали замечания нашим детям, вот король Мадолик Вильхималзиги, этого всего у нас нету, поэтому эти процессы и происходят у нас. Да, поменяем, ничего страшного нету. Я думаю, что эти люди купят, говоришь, это куплены, поменяют в ближайшее время эти лампочки. Нельзя ли создать охраняемую заповедную зону во всех туристически привлекательных местах, возле каньона Мочевское озеро, от частных строек уже не остается места? Нельзя ли отменить такие решения, пока не начали строительство? По-моему, уже отменять ничего не осталось, уже все было застроено. Смысла сейчас ее отменять и разрушать тоже нету. Единственное, что возможность, которая была, хаб, который поставили, эту землю сохранили без застройки, чтобы людям можно было смотреть. А то, что вокруг каньона и это все уже построено, я думаю, что уже не вернуть ее. А так должны быть, да, возле крепости надо сохранить. Нельзя давать строительство. Есть охраняемая зона, в которой нельзя проводить строительство. Хотелось подробнее узнать о водопроводе Хунзах Аранит Батлаевич, который запланирован на 2020-2021 годы. А что поподробнее можно узнать? Километраж, боюсь ошибиться, по-моему, 18 километров Хунзахский водопровод.
и, наверное, 10-15 километров Батлайчинский водопровод. На Батлайчинский водопровод заложено 8 миллионов, то есть на 21 год. На 22 год остальная сумма на завершение. На Хунзасский водопровод полностью, по-моему, в пределах 45 миллионов рублей заложены на 21 год. И очистные сооружения тоже. Конечно, хочется это все сделать. Хочется не так, лишь ее провести. Нехиле тазикула киноучасток очень толевого 20 год, апрель, май, июнь, моцал. Уже эказитлин шуларгун горал. Не потому, что чьяца бичан тунда, бичан толевого вот карган чаца, огородал бичан, адехун час, тингеж унугам нехер розул. Цадалара талехкана, цадаларану гинчани, адама уже цалану горал. И сама Шибу гняли тоже никто не знает. А через 5 лет Шибу гняли, вообще кида не талару. Адина гуруни азг баледжунани, адина гуруни асадка бегеджунани, не через 5 лет вообще химу гнам нахираем Allah. Вот лиги ургазы кола не только жака, не только сегодняшним днем, не лица жиги ургазы кола, что нас ожидает, прогнозировать абзы кола через 5 лет, хотя бы анализовым последние 10 лет, какая тенденция идет. Сунди бачню не летхин, воле халаса вот кружка цвет химу гнар ридала. Топтида кян химу гнар ридала худум. 50-ка труба цвет ларитхин худум гнар топтида ясама. А дальше ходим бугнани вот лишивая зугнешица. Вот параму алкинал ваниргул ицалге абедини тарон, нехер хотя бы оплатовал дорогу росабе бесперебойно. Химбугуне хал живи рослабизе. Живи росл химбугуна, сояс пати бичан огород латан, сояс азлин шулар хал да бичон кинацго распределили давунани митон кинацго химбугуне нехер росабат рунгитоган. Эти химбугникани хабискола ханджи варшит я законно зареком канализация. Сейчас я говорю, нехер стиральная машина беги, баня беги, кинна божу параму учаз рокожани рубине, рокоспати бичали воткен харахи. Не я мало жан бичали вот харахи кино учаз. А нехер с хадругил час эколи воткен. Оле буняк сказал, почти 300-400 чи отравит давно. Нехер али говорю, арани отравит дарну градама. За счет чего? За счет безответственного отношения. А жака боси бозон 70-х годов водопровод Жанви Чоротлик Кезельджон хиха жарулы. Хиханик бажарулы. Гора Жанви труба, махул труба, кшик состояние другой талару нетеле. Соники. Един кидал, конечно, кудя в Харибогу жамаат алды. Хезри поэль битини кола. Огород азы цочас бичать югон кинат сугон. Эказитлин халт завнан нетер райцентралда вонгитога химогуна живет час. Что нужно сделать, чтобы выборы глав СП вернуть в формат голосования жителями сел, а не депутатами? Какие выборы вы считаете более демократичными, депутатами или путем прямых выборов с самими жителями? Интересный вопрос. Наверное, нехледа баражу, нехледа районал баражу, да, в батля. Но, тем не менее, а депутатов кто выбирает? Народ же выбирает депутатов. И главу тоже выбирают депутаты. Я не думаю, что это отдельно депутаты, отдельно глава. Да, закон хиззабзикани, конечно, не хабажалару. Жакабуги закон алдарихунугу депутатские выборы, наверное, не просто так сделали. Когда прямые выборы были, Иго ватсал судак аталары замугун розу. Именги васки судак аталары замугун нихер. Росава джаним, и притом за человека, который к ним отношения вообще не имеет. Това кио левишелю район алдаяги, республика алдаяги, дой Москва алдавишелю депутат сабатвон, Иго ватсал или именги васки судак аталары ситуации бугун нихер район алдаяги в том числе. Хотя бы депутатский выбор алгылда снака или вопрос реально тез биалаха. Наверное, жамаат аль-хига уматля всенародные выборы. Хоть что-то они получали. 1000 рублей получали, 2000 рублей получали. Может, это он имел в виду? Вопрос кто задал. Я лаборант
Наби Шамилевич, это к вам вопрос, и Махмад Хаджиев, к вам, наверное, тоже. Я лаборант в Хунзасской больнице. Нам за ноябрь, декабрь не выплатили ковидные деньги. Мы работаем с материалом, который приносят с красной зоны. Другим районам оплатили, имеют ли они право? Надо разобраться, не могу сейчас ответить на этот вопрос. Или начальник райотдела, этот же вопрос мы зададим и прокурору, и вот главный врач больницы. Мы получим на него ответ, и официально в Инстаграме отвечу на этот вопрос. Они вот кто отправляет, лично к нему тоже позвонили бы. Хасилат машиноваться тхим бачана и санаги узлорозут тхим бачаны кумек хабилериш. Наверное, не получится и сама. Обманывать, нет, обманывать не нужно, людей обнадеживать тоже не нужно. Да, водопровод бачаны проект кибуго, хадрорал документ алгируго, но и сана мы не справимся. Надо, честно надо сказать людям, надо, чтобы они готовились к тому, что в этом году у них водопровода не будет, чтобы они восстанавливали то, что есть. Да, в следующем году мы постараемся, потому что хадрорал документ алгируго, уже и сана киназдол тазыкола республика алда, Антху объекту по программе «Чистая вода» — это федеральная программа, Москва. Хунзахугу из 7 программ там объект. Кино уже какой-то предел тоже бывает, они же не пускают, их эти кино уже обязательно. Поэтому холод там школа рано в 2020 году республика алда киго Хунзахугана. Поэтому кино чается, а были вопросы алгуна, почему только в Хунзах это делается. Но тем не менее этот вопрос на контроле. Я думаю, что не в 2021-2022 году это будет. Почему районная администрация абсолютно неправомерно вмешивается в выборы глав сельских поселений, навязывая и продавливая своих кандидатов? Почему не даете избирателям и депутатам, которые представляют их интересы, выбрать главой того человека, которого поддерживает большинство избирателей? Разве это демократический путь? Куталда Хигам Сувалбугу, наверное, лучшего вопроса, наверное, нету. Кто такой глава сельпоселения? Глава сельпоселения — Росла Джамаататли, Росла Кулу Кабистарочи. Жак Уалажани, Нехер Республика алда, у них участвовать в канцелярской программе алда. А Нехер Республика алда, у Колошугу программа, в котором должны участвовать главы сельских поселений. То ли Воздоросло Гумар участвовать, то Хариколса Садла участвовать, Хизри участвовать, программа, республиканская программа, не районная администрация участвует, а глава сельского поселения участвует напрямую. Вот пока документал проект, я без кола сметок, я без кола экспертизы, проходит, я без кола документал, хадуры, кола радки видели, я без кола киноложоги, ариз кола, и после этого он должен ездить в Махачкалу и добиваться решения своего вопроса. С помощью, если у нас получается, районной администрации. Говоришь, Хазри? Это не говоришь, но же самое. При выборе глав сельской администрации, районная администрация что делает? Кого мы не пропускали? Кто у меня что? Есть братья, есть друзья, есть товарищи, которых я могу пропустить или не пропускать. Пропускаем всех. Только тех людей, которые 50 читать умеют. Не нужно говорить, что мы кого-то не пускаем. Мы не пускаем того человека, который диктант дал, а как этот человек будет главой работать? Как он будет документы составлять в республику? Если этот человек не умеет включать компьютер, как он отчитываться будет? Что, эта районная администрация за него всю жизнь будет отчитываться, что ли? Или мы должны за него работать? Нет, конечно. Такой человек, для чего сделали этот конкурс? Если человек не может писать, не может читать, не может включать компьютер, а для чего нужен такой глава? Что он будет делать в районе, в селении? Что он может делать для этих жителей? Чего созывает он? Или он там, а мне какая разница, кто там будет главой? Или глава говорит, что от вас какая польза для меня? Вы что, ко мне домой приходите работать? Вы что, мне взятки даете? Или что вы мне делаете?
Вы же работаете для жителей. Оля вот создана ситуация с ковидом. Biz Баркалаткала главом сельпоселения. Он кошуго сельпоселения алда көч жодорус лад жаман чеземз. Оля орото кино чезтала. Анцлемит кучу ханова. Росус. Потому что он сколько бегитона ол кискиру квадизи хвадана, а в других селах же этого не было. Доли уздорос бугинчут, ахади бугинчут, согичу росос буг что ничего ругал. Где глава есть, где глава может заниматься своей работой. Возможно, решение проблемы. Но человек, которого диктухом диалога или там по каким-то непонятным принципам, совершенно абсолютно непонятным принципам пьесовали, что я должен быть главой. Я не думаю, что это правильный подход. Я бы школа тут алабги абискола глава баца, я бы садика тут алабги абискола глава баца, я бы культура тут алабги абискола глава баца, росу джаник хроничный джон алабискола чарагуна глава бы. А женщины до указывали далеко сейчас чего садизуют оба. Нормальный, здравомыслящий человек абсолютно ценный час, абсолютно решение проблемы в мире. Ценный час. Поэтому это неправильный вопрос. Хороший, но неправильный вопрос. И не по адресу. Лежится, более того, разговор чего-то, больше сельпоселения, который мы провели, выбор разум. Конкурс открыл, Богу видеоматериал. Если кто не верит тем словам, которые я сказал, пожалуйста, любому человеку могу показать. Пусть согласие дает, по телевизору буду показывать каждый материал. Пусть кандидат дает согласие такое. Всех будут показывать. Что Адамас хочет ему видеоматериал. На что они способны и к чему они готовы. И кого мы выдвигаем в главы сельпоселений. Почему по факту не поддерживается малый бизнес в нашем районе? Ну, что я еще могу делать для малого бизнеса? Чем я могу поддержать малый бизнес в районе? Создаем все условия. Это вода для кого проводится? Канализация для кого проводится? Дороги для кого делаются? Электроэнергия для кого делается? Это же все для малого бизнеса делается. Мы же не можем финансировать эти учреждения. Нет у нас таких возможностей. Сельхозбанк Куба, пожалуйста, обращайтесь. Кредиты сейчас, по-моему, за 5% кредит. Видишь, банкир. По-моему, 5-6% кредит дает сейчас. Я думаю, что это вопросы можно решить с предпринимательством. Но администрации поддерживать ее, помочь финансово мы не можем. Ассаламу алейкум, Нурмагомед Масуд Гаджиевич. Есть принятый на федеральном уровне указ и постановление об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. Возможно, не все критерии, указанные в них, актуальны для нашего района. Почему бы вам самому не разработать и утвердить хотя бы несколько таких критериев в различных отраслях образования, экономика, сельское хозяйство, по которым население могло бы оценивать эффективность не только главы, но и руководителей профильных отделов и заместителей, курирующих данные направления. Возможно, это уже не актуально для вас ввиду истечения срока. Но если создать такую систему на будущее, населению будет легче оценивать эффективность работы всей администрации. Оцифрованные результаты легче анализировать. Если такие критерии уже есть, надеюсь, услышат от них завтра. С уважением, Тимур Амаров. Уважаемый Тимур, то, что мы делаем, оценка эффективности, мы сделали положение, у нас есть и по муниципалитетам, те критерии, которые предъявляют к нам республика. Эти же критерии мы предъявляем и главам сельских поселений. Есть эффективность, оценивается, наверное, скорее всего, оценивать эффективность образовательного учреждения могут только родители. Если они не получают то, что они хотят, если они, вернее, получают то, что они хотят, значит, они эффективно работают. Если ни один родитель не жалуется, да, Тимур, я знаю, что он и ко мне приходил, и мы этот вопрос обсуждали, мы это будем делать. Но раз другие никто не жалуется, значит, все хорошо с образованием. Это только нужно мне, как главе, и Тимуру это все нужно, потому что Тимур уже неоднократно этот вопрос поднимает. Есть такие критерии, есть такое положение, каждое учреждение оценивается
по этим критериям, но оценить ее в середине года мы не можем. Почему? Потому что учебный год образовательного учреждения заканчивается после того, как сдает ЕГЭ, и мы получаем результаты этого ЕГЭ. Это один из показателей того, что мы делаем в течение года. Но опять-таки только оценивать по результатам ЕГЭ, конечно, неправильно, наверное. Совершенно неправильно. Сейчас вся республика уделяет больше внимания питанию, школьному питанию, чем образовательному процессу. Так не должно быть. На первом месте должен быть образовательный процесс. А дальше уже остальное все там. И питание, и все остальное можно поставить потом. Эти критерии есть. Эти критерии доведены до каждого человека. Но тот вопрос, что истечение срока, я не считаю, что срок истек. Я думаю, что еще 7,5 лет у меня впереди. Я буду делать все, чтобы... Я буду делать все, чтобы это образование в этом районе хотя бы вышло на уровень, который был в 80-х годах. На идеальное состояние ее довести мы не сможем, но довести ее хотя бы на тот уровень мы должны. Так, еще вопрос. Есть вопрос. Скоро выборы в Хунзарский сельсовет. Как житель села очень надеюсь, что выборы пройдут интеллигентно, как и должно быть. В селе с многовековой историей. Также надеюсь, что депутатами станут достойные люди, понимающие главенство своей должности над должностью главы села и которые будут понимать свою ответственность перед джамаатом. Предлагаю использовать медиаресурсы района для разъяснения доступной формы избирателям села района основ местного самоуправления. Мой личный опыт, правда, небольшой, показывает, что понимание важности роли депутата в жизни села района населением недопонимается. В рамках этого цикла передач статей можно было бы разъяснить населению механизм народного или инициативного бюджетирования, который бы позволил не только решить социальные проблемы села, района, но и способствовал бы объединению инициативных и энергичных жителей района, повышению их финансовой и правовой грамотности. Согласны ли вы с данным предложением? И готовы ли вы его реализовать? Конечно, готов. И согласен 100%. Почему мы в этом году выбрали депутатов районного собрания в основном людей с образованием? Депутат районного собрания – это не только человек, который поднимает руки на выборах главы. Это человек, который несет ответственность перед джамаатом села. Депутат районного собрания, депутат сельского собрания. У нас что делают депутаты сельского собрания? Ничего не делают. Абсолютно ничего не делают. Элементарный вопрос. В каждом населенном пункте не хватает воды. Что делают депутаты сельского поселения? Хоть один раз пошли, порезали трубы кому, кто воду не закрывает по ночам? Нет, конечно. Киназ его параму, чтобы это все сделала глава, что они должны сидеть в стороне, а говорить все могут. Киназ дала. Вичи дала киназ, что глава неправильно делает, это неправильно делает, тот неправильно делает. Эти все вопросы нужно делать. Неграмотность, да. Неграмотность людей, которые должны этим заниматься. А что жив бросов антас депутату в каждом сельпоселении, как минимум. На сейчас восход это жинджиндир тухум по 100 человек. И наведите порядок. Очень вам порядок. Белорус это застак атан хаватул ватсал достак атан доватула цоги агровчи, и так пошла по цепочке, и никто никому не может замечания делать. Кто не через замечания на ней, враг номер один на всю жизнь. Не бывает же такое. Не должно быть такое. Цоники, когда выбирали депутатов или там кого-то, мы не навязываем никого. В том числе Хунзаха тоже не будем навязывать. Нам это не нужно. Нам нужны те главы, те депутаты, которые хотят работать. Я буду с ними работать. Если глава не хочет работать, пожалуйста, у него есть свои полномочия, у него есть свои возможности, пускай делает, что хочет. Он избранный глава жителя села. И точно так же и депутаты. Но близится время. Я не думаю, что, по-моему, депутатские выборы в Хунзахе в этом году. Уреш, депутатские выборы в этом году, а главу будут выбирать в следующем году, насколько я знаю, в 2022 году.
Поэтому, да, мы готовы. У нас есть телевидение. Не каждый район может хвастаться, что телевидение выходит в эфир пятый, тем более пятый. У нас есть газета, которая выходит один раз в неделю. Пожалуйста. Тем более, любые средства мы готовы использовать для этого, Тимур. Чтобы люди, чтобы нашим жителям нашего района было хорошо. Нехер жамадыр параму хигизабзи. Их гаргалюгуну кинул два ахвалазу главагун цадак буквально 5 минут посидел глава района. Я говорю, тебе зачем это нужно было? Он говорит, мне это не нужно было, брат заставил меня пойти главой. Почему? Потому что его брат вкладывает в район 200 миллионов рублей ежегодно. В район вкладывает один человек 200 миллионов рублей. А у нас сколько вкладывают? По 100 школам 500 тысяч рублей баланс говорю на районалда. 500 тысяч Хочпарги, Рахматуллаевги и Саевги. И все. И на мелкие праздники, вот 215 человек у нас есть, которые Арсен, Баркала, там, Ругун Эхтерцов, Ичкуанцкочи, которые это делают. Ну, по 100 школам, школа, Каджазе, Нехтер школа, ни Джаницалар школа, неужели нам интереса не бывает? Живучи, вот кто чего-то достиг, он же достиг благодаря этой школе, благодаря тому, что он учился в этой школе. Если человек 100 рублей зарабатывает, пускай хоть 10 рублей дает хоть один раз на эту школу. Это же для него, это же для его детей делается. А Гаргазе, конечно, все мастера. Замечание Ларизики, все мастера. Да, сейчас идет государственное, частное партнерство. Мы ничего не можем делать без инвесторов, без меценатов. Хорошая программа 100 школ. Шамильский нам за 9 миллионов рублей человек школу построил. В своем селении. Маленькую, но школу построил. А у нас сколько потратили? У нас Гаргазе бицины кино сейчас бихевуна. Абхечу, добхечу, гобхечу, один биолару, дудим биолару. Все мастера у нас. Говорит и делает замечания. Но в Хабизе, когда нужно прямое участие принимать, не все хотят. Ботлеров, субботников, только люди с администрации. Я имею в виду образование, галду. А гражданские люди почему не приходят? Когда мы субботники проводим. Мы что, для себя проводим, что ли? У нас в Майбекизе Колаха, те же школы, одно и то же я говорю. Если родителям это не нужно, Тимур, мы ничего не сможем сделать. Ведь Олег Мисалбачин, он уже Ахок района, Тугидаросу, 13 федеральных судей, не говоря уже об остальных людях, на руководящих должностях. 13 федеральных судей. Какой район это может хвастаться? Никакой район не может хвастаться. Там нету ни одного человека, который высшее образование не получает и не устраивается на работу. Потому что они грамотные, у них это все привито уже с детства. С детского садика у нас это все привито. А некоторые детские садики, да, они даже не знают, что они образованием должны заниматься. Наши детские садики не знают, что они образованием должны заниматься. Это куда годится, когда у них нет плана, когда они не занимаются с детьми, когда наши дети не выходят готовые со школы. Первый класс Алхимов, вас там сколько тестирований он проходил в Махачкале. А что у нас другое образование, что ли? Нехер часа парамуна, еще 6 лет нету, все хотят в школу сувать своих детей. Готовы они к этому, не готовы, никого не интересует. Лишь вот, чтобы у него 2 года было, чтобы 2 попытки поступить в высшее учебное заведение. Они думают об этом. На сайте администрации опубликован бюджет района на 19, 20, 21 год. Я не знаю, насколько он актуален, но смущают цифры, которые не меняются в течение 3 лет. Нет динамики, или район не планирует развиваться. Видимо, Тимур, раз этот сайт открыл, есть и другие отчетные сайты тоже есть. И по налогам есть, и по другим вопросам есть. И просто чтобы округлить, могу назвать один факт. В 2018 году НДФЛ, вот там у нас написано 160 миллионов рублей, это 3-летний бюджет. Мы почему принимаем 3-летний бюджет? Потому что сейчас мы не можем все объекты завершать за 1 год. Мы закладываем деньги на 2, на 3 года, чтобы провести могли торги, и в течение 3 лет, чтобы этот подрядчик завершал эти объекты. А 3-летние бюджеты, они не 100%, они корректируются к концу предшествующего года. Поэтому на 2018 год НДФЛ плановый был 174 миллиона, собрали 175 миллионов.
На 2019 год НДФЛ плановый был 174 миллиона, собрали 182 миллиона. На 2020 год плановый был 186 миллионов, собрали 180 миллионов. Это с учетом того, 2020 год, почему мы не дособрали 10 миллионов рублей, с учетом того, что войсковая часть сократила свой бюджет на более 100 миллионов рублей, которые должны были нам платить, по-моему, в пределах 10 миллионов рублей. Если бы они заплатили, мы бы этот НДФЛ тоже собрали бы в пределах 110%. Ежегодный сбор налоговых платежей, доходную часть бюджета, которую мы планировали, мы выполняли на 110-114%. В этом году мы ее с трудом выполнили. С учетом того, что 60% имущественный налог, 93% земельный налог. Это другой вопрос, которые поступили к нам электронно. Хорошие вопросы. На самом деле нету личных вопросов, что очень приятно, циркулированы вопросы, которые касались одного человека. Теперь уже вопросы в большинстве связаны. Приятно, что все начали беспокоиться о жителях. Нехицет алабзикола, нехер джамаадаху. Живи часто алабзикола. Не только администрация. Администрация одна ничего не может делать. Кино часовала администрация. Администрация 50 человек работает. А что, мы 50 человек должны это все делать? Или мы справимся? Да, мы справляемся, мы организационно это все вопросы решили. Я так считаю, что не хуже, чем другие районы. Если бы было хуже, нам бы не давали первые, вторые места в прошлом году и в этом году. И те показатели, которые у нас есть, мы можем гордиться теми показателями, которые у нас есть. До болевой школы, до бачуновой водопровода. Это же не однодневная работа. Это труд в течение года, который мы направили на это все. Да, Хадурана, между вот Оксана Хадурана сметчик, который молодой человек, который может делать теперь любую смету. Теперь мы можем сказать, да, в прошлом году были ошибки, проблемы были, очень много вопросов было, очень много проблем было первый год, когда делал. А дальше я думаю, что из-за нас у нас нахер будет рассметать за Хадурану жирсметчик. Точно так же и надзор за строительством. Конечно, Яков Гунар нужно биханов, бохи хабачун цурор асфальт кевадебан, грунтовый каток, грунталс грунь асфальталс бачун белор каток и таспачун, хозяин 1,5 километра, адада хозяина ахалчига бурнугар. Нахрит зикана подрядчик. Думаю, это так легко? Нет, конечно, не очень легко. Салкидевачина подрядчик, который хотел деньги зарабатывать. Халти я без баджарчиком бабикана жалоба в на администрацию, что мы не даем ему писать. Написал, прокуратуру написал, везде написал. От имени жителей села написал. И что получилось? В конце концов, черный список Алдарехизикана, подрядчик. Родовичон вот так сидел, сказал, давай я тебе 40% денег отдам. Едколеван какого процент? От той суммы, которую он получает. Вот такие люди, когда приходят на строительство, а мы что можем делать? Мы же этот закон не можем поменять. 44-й закон Алдарехом, вот короче, очень было строительство. Любой человек может прийти. Но жив подрядчика стахатов, за каждым подрядчиком приходится ходить и исправлять их недостатки. Один дал аимчазы, все готовы. Я думаю, что общими усилиями, нехица цадах, и цогину как бицуневу, нехица месяцель школа бирани, нехи образование хигап школнару. Пока мы не подготовим учителей, пока мы не доведем их до кондиции, у нас ничего не получится. Пока они не будут давать те знания, которые нужны нашим детям. Но если они будут давать те знания, которые у них есть, у нас тоже ничего не получится. Потому что мы увидели, что у них очень мало какой запас наших учителей. Тем не менее, Дидаполаха, вот такие встречи мы должны проводить в каждом населенном пункте. В каждом населенном пункте каждый глава должен проводить такие. Это не только отчет. Это та информация, которую мы получаем, что нам нужно сделать и как нужно сделать. И дальше, в каком направлении нам двигаться. Приоритет, первый приоритет – это образование, а второй был у нас здравоохранение. Но здравоохранение мы еще более-менее если справились.
с образованием. И образование Хазыкола в течение 5 лет и 10 лет мы кардинально ее поменять не можем. Если мы поэтапно будем идти, это через 20 лет, 30 лет мы можем что-то получить от того, что мы сегодня делаем. Образование да, медицина, отношения мы поменяли, люди стали добрее, врачи стали более-менее относиться хорошо, и все нормально. Так, Ратани Суалов, пожалуйста. Мусоров вопрос был один. За 2020 год был установлен тариф, единый оператор мусор багажи. За 2020 год, ноябрь-декабрь шел, договор Гикхуана, Арадский Тхуна, не совсем правильно, не совсем как положено они это все делали. Бачи Закулевгара, Избирбаш Албези, пока Бачичо, на сегодняшний день, жалко Алажане, без мусор Бачилевого, без оплаты за 2020 год, то есть за 2021 год, насколько я знаю. Потому что у них на 2021 год тарифа нету. Мы должны оплатить за то, что они убирали в 2020 году. Вот если Бакарара Кигумоци Арас. Но вопрос плохо и к оператору тоже, Курбан. Если человек не проживает в селении, от того, что он прописан, он не выбрасывает этот мусор. У нас, если человек показывает документ, что он студент, живет в Махачкале там, по такому адресу, он, наверное, здесь мусор не может выбрасывать. Так же? За него, наверное, не нужно деньги собирать. Да, по факту, вот, кто же проживает, 10 человек, 20 человек, 30 человек, я думаю, что мы в конце концов должны привыкнуть к тому, что мы за все должны платить. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Например, водопровод Абулибун лица, там десятки миллионов рублей стоит этот водопровод. Ее же содержать надо потом. Ее надо содержать потом. Каждый день надо ходить, проверять, что там делается, как делается. Это все для этого нужны будут деньги. Скорее всего, потом будет Хизри собирать с вас деньги тоже за водопровод. Ну, пока по мусору вот такая ситуация. Мы определенно сказать, операторов, которые мы заключали на 2020 год договор за 2 месяца, на 2021 год, договор заключит добро компания. Вот когда им будет тариф установлен, мы заключим договора со всеми образовательными учреждениями, с частными организациями. Ну, что вопрос был, Курбан, жалоба от людей, почему вы не даете квитанции? Если человек ходит по домам, он должен идти с квитанцией, как положено, копия должна оставаться у вас, оригинал должен оставаться у жителей. Вот кому киназгу, где баркалат лезе. Кинна уже мадут, он захранил. Да, на самом деле, куда вы заходите самогана? Нихер, дитс мисал бачана живину хар, рагда, рагли бакала, нехтари хула, тушман, хидадан дирагли, кире хулусинел, хидит хвахили, хида шигавляли, и самое сумму, то есть 20 год был нихер, война с невидимым врагом. Хидани товары, республикалдыки товары, районалдыки товары, дунялдыки хидани габиз бажарить уже, или хельдедан дирагли угралчай, благодаря всем жителям Фузалского района, благодаря учителям, благодаря врачам, благодаря жителям, благодаря главам сел поселений, благодаря волонтерам. Волонтеры самые куда Эмра Халды. Бичи колокино часто. Ну, скутона продукция тут тоже бичи не чувствует. Родовые бахун тебе сам машина уже не физикулов. Это же не так легко. Это биагу гунар легко. Бачара продукция Исраб Хабиджон Бугине 25 килограммов продукции, может Баркалову Марин Асманчес удобрять лезгитон перефасовать давно на 5 килограммовый каждый мешок. Но это же все работа, у кино же просто так облар деньги. Поэтому цогино вот у кино за куда Баркалат лезали, радилар халдуковаться кино же гаргал лукана кино же лукунат хандели лукунат латинги. Чезамна кино унте бичачон да нехеран раджал че патиричон дез республикун нехер то есть жани ричачон дез ну жани ричал че контролер таролгона сел паселнец. Если бабу жани хаб ситуация нехер один биагу бочулар омгара. И цоги абис боткара живу раз кино го просто затронул таролгу вакцины против ковида. Кино чесал абис биоларна.
А шиабыз белорали, талучи ватан бични колоха, неждаг бични коло, нежеги вот мы тазил шегом абыз белорали. Вакцины против гриппа прививка абыз белорали бичила кино час, а почему нельзя делать, тоже никто не знает. Ну, абуна хадун, бунитнеме хаснака дилеги абуна, дил химоздеги абуна, киноздеги, умоздеги абуна, киноздеги абуна прививка от гриппа. Летальный исход ругуна это 0,001% тысячных. Ругуна летальный исход. Это не зависит ни от прививки, ни от чего не зависит. Это зависит от ошибки. Или там где-то что-то не досмотрели, или что-то не доглядели. Нехица жака прививка абун кутият, хабичун тият, них лишний нухат унтула. Них лишний нухат унтарабу, нехица заразит тургал чай. Нехица заразит тару цуицу параличного чая. Да, бугу категория, которую нельзя ее делать. Ну, беглар чазу баблару врачаться ги. Дида кола набежамелю. Сидасын арун круглый стол. Информация адамазин ктон. Хабиз биоричный час, хабиз кола. Хабиз кола шай шагурит, что учитель жака бозун анску учитель унтан, не школа казак кола. А школа казак, конечно, учитель за заработал, возле зарплаты что любит его. А не тет фима возле нахколи цали. Кинда уже хаму не тетца цали цони кохозер жумгине, возле хабу учитель унтан, физик кола карантин школада, казак кола школади, антилон кола трубин кола фима рухор. Вот хи выгодный будет. Хиеники выгодно идет. Хабумогу Навин Шамилевич прививка орол чазл постоянно контроль, постоянно рики загаре, адамазник биче, что это не опасно, что это не смертельно. Кинаться побольше, республика, Россия, киски побольше, цохан официально тез беларфу. Эл суала, эмиралугуна, хабиз ботлар жоги кудагал эмиралугу, хабиз ракалда бугу, хабум бачинебги бугу. Единственный же Жамаат аллотлор, жиджи жамаат аллотлор, камулар цоцукигичи личный интерес продвигать роль. Жамаатки масордикун, жамаатки мехки нухтирачун, личный интерес роль чай камулар жиджи росодар. Жиджи национальный пункт аллору одно чай. Хебуго глава возлги, депутат возлги, активатель гай. Шунигичи заставляет он мехки желар за роль унорнежится. Нежит зарулгуна кинда ужамадар. Кинда за ужамадар. Бадафе жуда туда территориал нежит зарехун тунугана анже ябулу территориалда цо игосон буго хунзак росуки ап централда хунзак арани жаним аролишно коммуникациялық көздерде элдас хадов городалсы хигап росбугне хунзак. Лас коматаны хожу. Но эл коммуникация аричун конечно ник ургизи кола нехидас хадобачер кин хойну гороватла адамал. Обачно обер рутлижане обасан то кино час кино полигоне. Один жол ургиз колоне кино. Поэтому 저기는 한 баркала, 소알라티 전에 아이비 아버지 줄라 가다 보나.